Честно говоря, я чувствую себя какой-то спортсменкой, которая там участвует в марафоне протяженностью в 11 лет и в итоге получает свое заветное золото. Отучились на золото. Выпускникам школы вручили заслуженные медали. Покажем торжественную церемонию награждения отличников. Несмотря на то, что сейчас только середина июля, внимание покупателей на торговых точках привлекают арбузы и дыни. Спелые, но опасные для здоровья. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с народным контролем провели рейд по бахчевым культурам. В апреле 5 лет исполнилось, как мать умерла. Вот с того дня мы занимаемся с детьми. Как стать своим для приемных родителей? Надзорные органы проводят проверку условий жизни детей в приемных семьях. Норвежские ингуши или ингушские норвежцы. В любом случае дух народа их не покинул. О чем говорили на встрече диаспоры из Норвегии. Дня 2-3 уже котлованы закончим ее копать. Потом будет обратная засыпка. Глина с пяткой. Внушительный котлован для храма знаний. В селе Средние Очелуки начато строительство школы на 720 мест. Какой она будет, расскажем в этом выпуске. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Сегодня выпускникам ингушских школ вручили золотые медали. Торжественная церемония награждения за особые успехи в учении прошла в актовом зале Назрановской 6-й школы. Из рук министра образования заветные медали и поздравления получил 91 выпускник. Это отличники школ, победители и призеры олимпиад, лауреаты различных конкурсов. Помимо прочего, это школьники, которые набрали больше 200 баллов по итогам 3 экзаменов. Репортаж Амины Боковой. Воделова Милана, Илиева Милана, Нанаева Ася. Круглые отличники со всей республики в одном зале. Нарядные, красивые и взволнованные. Теперь уже вчерашние школьники поднимаются на сцену за заслуженной наградой. С гордостью на них смотрят родители. Стараются запечатлеть каждый миг. Золотая медаль – это не просто дополнительные баллы к ЕГЭ. Это в первую очередь показатель характера выпускника, его усидчивости, целеустремленности и, естественно, знаний. Долгожданную награду «Высшие пробы» ребята получают из рук министра образования республики. Я каждого из них знаю на лицо, потому что с каждым из них я встречался на ЕГЭ. Очень приятно, что вы сегодня здесь стоите на сцене. Ребята, самый главный, самый первый экзамен вы уже прошли. Это был не просто экзамен на знания, но еще экзамен на зрелость. Сколько волнений вы прошли, сколько волновались ваши родители. Но все это теперь позади. Сейчас у вас большой жизненный путь впереди. Будьте такими же активными, усидчивыми, усердными, настойчивыми и упрямыми, в хорошем смысле этого слова. И вы всего добьетесь. Где Джамал? Джамал, иди сюда. Иди сюда, Джамал. Посмотрите. Как гордо орел танцевал только что с девушкой. Вот такие они. Инициативные, активные, смелые и мальчики, и девочки. Лилия Цицкиева к своей золотой медали шла с 6 класса. Тогда она и решила стать врачом. Вначале посоветовала мама, а потом и сама захотела спасать чужие жизни. Зная, какую ответственную профессию выбрала, Лилия не пропускала ни один урок в школе и училась только на отлично. Честно говоря, я чувствую себя какой-то спортсменкой, которая там участвует в марафоне протяженностью в 11 лет и в итоге получает свое заветное золото. И вот мне кажется, что каждый из нас, кто сегодня здесь с нами, в том числе и наши родители, все они поспособствовали тому, чтобы мы сегодня здесь собрались. То есть они являются, так сказать, все виновниками сегодняшнего торжества. Мне очень приятно быть участницей этого празднества. Волнение у ребят просто зашкаливает. За плечами у бывших учеников не только годы отличной учебы и не самые легкие экзамены, но и любимые занятия, учителя, одноклассники, которых многим из ребят уже сейчас не хватает. Несмотря на это, медалисты сегодня не грустят, ведь это их праздник. На лицах счастливые улыбки, у каждого свои планы и мечты, с которыми они с радостью делятся.
Самый сложный год для меня – это 11 класс, это 11 год, потому что все-таки экзамены ЕГЭ был на носу, и готовились, было трудно за 11 класс. А так все было интересно, и вообще трудностей в учебе не было. Сдавала русскую литературу, выборочные экзамены русская литература и история. Экзамены прошли нормально, я рада, что получила такие баллы, и я хочу стать филологом плюс логопедом, хочу пройти курсы и вернуться в свою родную школу, стать там учителем, таким же, как и наша классная руководительница. Праздник продолжается на сцене. Для ребят выступают артисты ингушской эстрады. Выпускники с радостью присоединяются к исполнителям. Этот праздник ребята заслужили ничем иным, как своими знаниями. Поздравляет выпускников с успешным окончанием учебы председатель правительства республики Зелимхан Евлоев. Приветственный адрес премьера зачитывает его помощник Тимур Гайсанов. Мы гордимся, что в нашей республике есть такие умные и талантливые молодые люди. Ваши результаты вызывают глубокое уважение и восхищение. Вы интеллектуальная элита республики, надежда ваших родителей и наша общая надежда. В этом году золотыми медалями были удостоены 91 школьник. Это на 8 отличительных наград меньше, чем в прошлом году. Зато и требования к отбору медалистов тоже стали строже. Медаль получают только те школьники, которые набрали свыше 200 баллов на ЕГЭ по 3 выбранным предметам. Так что это золото для выпускников – двойная гордость, так же, как и для их родителей. Медаль как таковая для нас, мы к этому не готовили, но мы хотели, чтобы у девочки были знания. В основном упор делалось на то, чтобы получить хорошие знания и поступить в хорошее учебное заведение, чтобы стать полноценным, полезным обществу человеком. Но раз уж наши старания нашей девочки оценили золотой медалью, это вдвойне приятно. Сегодня у ребят не только вручение медалей, но и своеобразный выпускной бал, но только для отличников. Особенно трепетно к мероприятию отнеслись девушки. С нарядами многие определились еще за несколько месяцев до окончания школы. Прически и макияж. Задача выглядеть на отлично оказалась для многих даже сложнее, чем экзамены. Я тоже долго подбирала наряд, образ, дополняла его определенными элементами. И думаю, в целом он у меня получился. За плечами у ребят 11 лет безупречной учебы и почетные медали на руках. А впереди их ждут не менее сложные студенческие учебные будни. Новые знакомства, преподаватели. Словом, новые вершины, которые еще только предстоит покорить. Амина Бокова, Зина Могушкова, Ахмед Гандаров. Новости 24. Арбузы и дыни появились на прилавках магазинов и вдоль дорог. Не секрет, что ранние бахчевые становятся причиной отравления жителей. Многие предприниматели допускают нарушения. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с представителями народного контроля провели рейд по бахчевым культурам на перекрестке Насыркорта и Икажева. На месте выяснилось, что ни один из продавцов не смог предъявить заключение санитарно-ветеринарной экспертизы. Почему, узнаем из репортажа Светланы Томовой. Несмотря на то, что сейчас только середина июля, внимание покупателей на торговых точках привлекают арбузы и дыни. А ведь считается, что сезон бахчевых – это август, но любители сочных ягод ждать не собираются. Предупредить возможные неприятные последствия от их употребления берутся представители Роспотребнадзора и члены народного контроля. Умар Тургуев – житель Чеченской Республики. Не первый год приезжает в Ингушетию для реализации бахчевых культур. По его словам, свой товар он закупает в Дагестане. И о том, что продавцы обязательно должны иметь при себе сертификат, подтверждающий качество реализуемой продукции, а именно документ, в котором указано, что товар прошел лабораторный анализ и в нем не превышена допустимая норма нитратов, он не знал. Просто сказать, административный выбор, торговать, да еще завод аллерсвик. Просто юахуyor машина, завести, я смотрю, удобно, да? Но в следующий раз такие специальные футболисты. Да, Магомед Газиханов также приехал из соседней республики. Ему подробно разъясняет, что осуществлять продажу без сопроводительных документов строго запрещено законом. А реализовывать товар рядом с дорогой тем более, потому как даже через кожуру арбузы могут впитывать большое количество соли и металлов, которые в избытке в выхлопных газах. Здесь же на месте у него забрали арбузы и дыни для лабораторного анализа.
Представители Народного фронта выезжают на подобные рейдовые мероприятия не первый раз. Поводом для проверки стихийных развалов вдоль трасс стали обращения жителей республики. Мы выехали по обращению граждан, мы выехали проверить продажу бахчевых. Вы знаете, что продажа бахчевых, тем более вдоль трассы, это нарушение закона о торговле, это множество нарушений. Еще плюс к этому бахчевые, как вы знаете, наверное, выброс машины едет, выбрасываются токсины, и очень страшное нарушение. Поэтому у нас люди болеют. Поэтому мы будем проверять и впредь будем делать эти проверки, так как, чтобы навести порядок, делаем все возможное. А вот этого молодого человека предупреждали не раз, что торговать бахчевыми вдоль федеральной трассы недопустимо. Но в ответ слышали лишь его, что это, мол, в последний раз. Увидев съемочную группу, он начал в спешке собирать свой товар и наставления слушать не желает. Обещание было с его стороны? Было. Нет, сейчас он не выполняет. Один раз говорит, второй раз, третий говорит. А что делать? Каждый день с ним работает, каждый день обещает. И таких случаев в летний период немало. Эти продавцы, как их еще называют представители Роспотребнадзора, гастролеры, постоянно меняют место торговли. Проверяющие дали поручение администрации села и участковой службе патрулировать места незаконных продаж и обязать продавцов проводить анализ товара в установленный срок. Причем это необходимо делать при каждом новом поступлении товара. В нашей лаборатории проводим анализ, смотрим, действительно можно употреблять пищу данной бахчевой культуры, являются ли они безопасны для нашего здоровья, для здоровья населения. И те нарушения, которые нами тоже препятствуются тому, что эти бахчевые культуры реализовываются рядом с этой оживленной дорогой. Им должны быть отведены определенные места для торговли. Они не должны стоять у трассы, оживленных перекрестков, их должны перевести или на рынок, или на отведенные точки. Вот если они не подчиняются, мы их наказываем, привлекаем к административной ответственности, данные записываем. Роспотребнадзор и врачи предупреждают, что сейчас покупать арбузы небезопасно для здоровья. Несезонные фрукты и овощи содержат много вредных веществ, которые зачастую приводят к самым непредсказуемым последствиям. От покупок бахчевых культур стоит воздержаться хотя бы до августа. Но если устоять перед сочной ягодой трудно, нужно помнить, что у торговца арбузами и дынями на руках должно быть заключение санитарно-ветеринарной экспертизы, которое он обязан предъявить покупателю по первому требованию. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. С наступлением лета особенно актуальным становится вопрос детского отдыха и развлечений. Каникулы у многих школьников проходят, как правило, в летних лагерях, а некоторые свой досуг любят проводить во дворе, на детских площадках и аттракционах, если таковые, конечно, имеются. К примеру, детский досуг в Сунже оставляет желать лучшего, как и зоопарк в Карабулаке, давно опустевший и забытый. В поисках детских аттракционов по городам Ингушетии проехалась наша съемочная группа. Слово Зелимхану Калоеву. Почти целый год дети с трепетом ждут лета. Тепло, в школах нет занятий, можно гулять, общаться с друзьями, пробовать что-то новое. Время отдыхать. Вот только главный вопрос – где и как. Если раньше многие могли прийти и развеять себя на аттракционах, то теперь это излюбленное место в Сунже обросло травой, и о некогда развлекательном центре сейчас напоминают только эти разноцветные перила. Тамерлан Халухаев, проходя мимо этого забора, каждый раз представляет летящие качели, десятки резвящихся сверстников и веселый отдых в кругу семьи. Застать работающий аттракцион у него получилось только в раннем детстве, и приятные воспоминания часто всплывают в его сознании. Аттракцион, качели, горка, машинка, кастыш, фиш. Аттракционы что выдача, мы чего мало городе. Магорди, вообще я мясо. Да, хандезери, аттракционы же салат можете гезери. Гезер. История этих аттракционов берет начало в 90-х, и вот спустя 15 лет они больше не функционируют. Земельный участок в прошлом году был передан в аренду некой Арчаковой с условием, что здесь будет построен детский развлекательный центр. И сейчас здесь должен был быть слышен шум строительных работ. Но и женщина-арендатор и ее масштабные планы стали призрачными. И вместо нового корпуса детского центра в августе 2020 года здесь будет процветать разве что амброзия.
Строительство мы сейчас видим с вами не ведется на данном участке. Администрация города неоднократно обращалась к Арчаковой за разъяснениями причин, почему участок стоит и работы на нем не ведутся. Арчакова на вызовы не является. Кроме того, за территорией не ведется уход. Силами администрации здесь трижды проводился субботник, наводился здесь порядок. Но территория в настоящее время также стоит без действия. Сейчас, в настоящее время, в администрации города решается вопрос о расторжении данного договора и передаче более добросовестному подрядчику. Сроки грубо нарушены, а 30 соток земли бесхозно простаивают, захваченные растительностью. Все это в центре города. Между тем, пока в администрации думают, как решить эту проблему, в Сунже за счет средств мецената строится новый парк семейный, который должен оправдать свое название. По улице Калин на берегу пруда сейчас ведется строительство детского семейного парка. И он планируется быть запущенным уже в августе этого года. И это как-то компенсирует отсутствие развлекательного центра для детей. Так в скором времени будет развлекательный центр? Но развлекательный центр в августе будет. Уже там строительство ведется, там спортивные площадки, детские площадки, велодорожка, пешеходная дорожка. Площадь здесь у нас, если мы говорим здесь о 30 сотах, здесь площадь, а там уже около 3 гектаров площадь. То есть в 10 раз больше, чем вот этот аттракцион. Там будет и кафе, и гостиничный комплекс, и будет пирс, и пост будет отдельный выставлен спасательный, и пожарный пост будет. То есть там будет совсем другое уже развитие. В июне месяце июля в новом парке нет качели, а еще мини-зоопарка, кинотеатра и обещанных аттракционов. Только скамейки, 2 фонтанчика, которые не работают, и старый батут. Это место в Карабулаке открыли в юбилейный для республики день. Название такое же, говорящее: 25 лет Ингушетии. Есть начало, но нет конца. История с зоопарком в Карабулаке, как все помнят, закончилась плохо. Тогда в городе от разъяренного медведя, сбежавшего из клетки, пострадало 2 мужчин. И по предположениям его владельца, сбежал мохнатый из своего вольера не без помощи добрых людей. Косолап опустился во все тяжкие, после чего зверя пристрелили. Сегодня же пристанище мишки, лисицы и других диких животных заросло бурьяном. А вот с обещанным кинотеатром и развлекательными площадками придется подождать. Вопрос, долго ли? Сколько еще примерно придется ждать, чтобы увидеть результаты? Ну, я думаю, даже в этом году, мы даже вот, если даже летний сезон, вот то, что успеем, мы сделаем по-любому. Мы хотим же круглогодично создать здесь. Вот детский вот здесь будет, как мы обещали, детский там мини-кинотеатр, детский компьютерный центр, вот игровой центр. У нас все это есть. Даже мы можем вот вам показать. Все закуплено, все это есть. Ну вот, хотели на улице все, сезон, чтобы не прошел. Ну, теперь мы готовимся вот к осенним и зимним по-любому в закрытом помещении все это у нас будет. Но мы аттракционов не будет, да? Ну, аттракционы вот такие механические, которые вот в этом сезоне мы, я думаю, не успеем. Те, с кем мы договорились, они подвели, оказывается, это были посредники. И теперь нам напрямую придется, не с соседями, а напрямую с российскими крупными городами. У нас созванивались там с Питером, с Ростовом. Есть варианты поставить. Мы думаем, будем с ними, если не успеем в этом сезоне, на следующий сезон обязательно уже за зиму, не будем ждать весны даже, за зиму, мы думаем, завеземся, установим. Как только солнце прочно заняло свою позицию на небе, погода нормализовалась, сотрудники парка выводят детские иномарки на прокат и надувают батуты. Как оказалось, дела с детским отдыхом тут обстоят не так плохо, но дождь иногда мешает веселью. Потом их сушить проблемно бывает, потому что у нас дожди каждые 2 часа почти идут. Мы их спускаем, сворачиваем, чтобы они не промокли. Потом протираем полностью, потому что из-за дождей очень много проблем возникает с этими батутами. А так, для обеспечения, для включения тут пару минут всего хватает. Для детей вот чисто, когда вот они собираются, как видите, если погода нормальная, тут квартира же рядом, все дети сюда спускаются. И мы уже оперативно все это накачиваем. Уже есть варианты, чтобы они могли уже отдохнуть, поиграть. Сколько стоит вообще отдых вот в этом? Ну, да, мы по минимуму примерно посмотрели, как, например, чеченская, в Кабарде, ну, мы делаем по минимуму примерно 50 рублей, и вот сколько хотят они, это мы уже не ограничиваем. Изначально в Ингушетии было 3 развлекательных аттракциона, теперь из них функционируют только 2 в Малгобеке и в Назране. Все мы помним эти машинки и строгих кондукторов, тщательно проверяющих билеты каждого. В Назране аттракционы работают, причем уже более 25 лет. Ностальгия, море положительных эмоций обеспечено даже для взрослых.
4 вида развлечений родом из Советского Союза. Разноцветные машинки, цветная ромашка и так называемый ветерок. И всем этим многие годы заведует Марем Кадзоева. Детей она обожает, поэтому и возникла идея построить для них парк аттракционов. Для нее важны яркие эмоции. За маленьким детским раем к приходу неугомонных гостей нужно следить и ухаживать. Время от времени карусели приходится ремонтировать. Но этот вопрос Марем Кадзоева решает оперативно. К слову, в последнее время людей становится все меньше. Раньше в очереди за билетами было не протолкнуться. Сколько раз эти карусели взмыли ввысь, сосчитать никто не возьмется. Такие родные для тысяч отдыхавших здесь детей. Даже у взрослых они вызывают особые, теплые чувства. Но время идет, и они уже давно не отвечают требованиям современных реалий. Давно пора создать для детей место, где они смогут от души отдохнуть и уже взрослыми вспоминать о своем веселом детстве. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Султан Булгучев. Новости 24. А вот детство Аиши Ажиговой веселым точно не назовешь. Беспрецедентный случай жестокого обращения с 7-летней девочкой можно было избежать, если бы семью сопровождали специалисты, говорят неравнодушные. Где грань между воспитанием и рукоприкладством? Вопрос актуальный, а инцидент с Аишей стал сигналом к действию и поводом для усиления мер в защите прав детей. В этой связи специалисты отдела опеки и попечительства Назрановского района проводят проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетних в приемных семьях. О результатах расскажет Тамара Хашагульгова. Как тебя зовут? Ася. Нет. Полностью. Фамилия? Ася и Бекхан Зортовы вот уже несколько лет проживают у своих дяди и тети. Когда у детей умер отец, девочке не было и года. Воспитывала их мама, но вскоре не стало и ее. Они остались круглыми сиротами. Но вопрос о том, кто будет воспитывать детей, не возник. Их взяли под опеку близкие родственники. В апреле 5 лет исполнилось, как мать умерла. Вот с того дня мы вот занимаемся с детьми. Девочка с речевым аппаратом, у нее со слухом с рождения проблемы были. Поставили 5 лет, так, а мальчик неврология, умственно отстал, такой, на 7 лет отстает от развития. У Дулатхана и ее мужа нет своих биологических детей, поэтому Асю и Бекхана они приняли как родных. Для юноши даже начали строить дом. Приемные родители следят за тем, чтобы дети ни в чем не нуждались, ходили в школу и развивались. Отдел опеки и попечительства регулярно посещают эту семью. Никаких нареканий у Зортовых еще не было. Обошлось без них и на этот раз. Мы не раз посещаем эту семью. Мы знаем, как относятся они к этим детям. Они относятся к ним очень хорошо. Дети всегда обуты, одеты, ухожены всегда. Она в свое время... Дело в том, что эти двое детей инвалиды. И вот этих детей она в свое время всегда отправляет в реабилитационные центры. Одного отправляет в Сунжу, другого отправляет в Ачелуки. Но мы видим, что за ними очень хороший уход. Они никогда ни в чем не нуждаются. Следующие в списке проверяющих – семья Гагиевых. Они на учете органов опеки с 2011 года. После смерти родителей Идриса и Исрафила опеку над ними взял их старший брат. Он воспитывает детей вместе с женой. Созданными условиями ребята довольны, и претензий к попечителям у них нет. Ой, школе здесь еще 9 пока 9 на дому здесь. Таких, как Идрис, у отдела опеки и попечительства стоят на учете 188 человек. Это дети со всего Назрановского района. После обхода семей в Барсуки проверяющие отправились в соседнее Плиево. Здесь их встретила семья Ажиговых, где воспитывается Моулет. Он на попечении у своей бабушки с самого дня своего рождения, и для нее он больше, чем внук. Вещи его вот.
Опекунам еще раз напомнили их права и обязанности, в каких условиях и как необходимо воспитывать детей. И что особенно важно, нужно следить за успеваемостью подопечных в школе. Да и сами попечители понимают, для них это дети уже родные. Саинцы ездить, стараюсь. Учится он хорошо, учителя все довольные. В Москве на елку посылали, Ялте был в Артеке. Хоккеист, он уже 4-й год. Тренер довольный. Зарабатывает вот эти медали, грамоты, дипломы. Контроль за условиями жизни подопечных, оценка жилищно-бытовых условий, соблюдение прав и законных интересов детей, контроль за состоянием их здоровья, как физического, так и эмоционального. По каждому из этих пунктов и проходит проверка специалистов. По итогам сегодняшней проверки мы же сами видим все, что дети у нас все действительно, которые находятся под опекой, которые мы проверили все семьи, опекуны занимаются их воспитанием, содержанием, что денежные средства, которые им предназначаются, расходуются по назначению. Все они обуты, одеты по сезону, возрасту. У них все имеется. Просто сейчас каникулярное время, некоторых детей у нас нет дома, чтобы проверить еще. Они то в лагерях, то еще на выезде где-то. Но тем не менее, что дети, действительно наши опекуны очень хорошо смотрят за этими детьми. Ну а на этом проверки не заканчиваются. Специалисты опеки и попечительства Назрановского района планируют в ближайшее время охватить все семьи, стоящие у них на учете. Тамара Хашагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Став гражданами другого государства, они не забывают свои корни, не рвут нити с местом, где состоялось становление их личности, где родились и выросли. Вот уже много лет в Норвегии проживает диаспора ингушей. В этой не так уж и далекой, но холодной стране они стали своими. Но несмотря на годы, проведенные на чужбине, их все еще тянет на родину. По-настоящему теплая встреча норвежских ингушей прошла в Назране, на которой присутствовала и наш корреспондент Жаридат Халухоева. Семга, фьорды и свитера с национальными узорами – неофициальные символы северного государства. Их уже родными считает ингушская диаспора, проживающая в Норвегии. Дружба между двумя народами, которые работают, общаются и живут вместе, зародилась десятилетия назад. Свидетелями этой сплоченности является семья Дербичевых. Они уже много лет проживают в Осло. Айдельгереев Дербичев – это человек, который, несмотря на то, что он не является сегодня официальным руководителем какой-то общины в Норвегии, находясь в Осло, да, насколько я знаю, он нас поддерживает и в области культуры, и в области национальной политики. И всегда на любые даже личные вопросы наших соотечественников всегда отзывался и оказывал содействие в решении различных вопросов. Адильгерей Дербичев, можно сказать, ровесник ингушско-норвежских отношений, иммигрант первой волны. Он уехал в Европу во время распада Советского Союза. Адаптироваться и найти свое место на чужбине мужчине помогло театральное образование, полученное еще в Ленинграде. Он устроился работать дизайнером, а с открытием в местном институте театрального отделения перевелся туда. Этот путь привел Адильгерея в сценографию. Профессия стала для него любимым делом, которое позволило пустить корни и перевести в Норвегию всю семью. Сегодня в Норвегии проживает порядка 6 тысяч ингушей. Все они так или иначе прошли путь, в ходе которого становишься своим среди чужих. В процессе этой интеграции, по мнению собравшихся, нельзя забывать о родине. Нужно знать обычаи, культуру и, конечно же, родной язык, который считается последней стадией умерщвления любого народа. С этим напоминанием живут и дети Дербичева. Несмотря на то, что родились и выросли в Осло, они говорят на ингушском. Matboots vi versi norvegiske matboots, alla matboots, no bitsboots. Vi nachder leeldo, så leeldo ara leeldo. Вала проблема гоняс, ведями ди вала norvegiske matboots ji, ara matboots norvegisk. Вала дисти еще уж хамдас, vi nachmer di, вала nanus boots das boots mot habis.
Ингушский норвежец – это особое состояние души, европейская сдержанность и ингушская искренность. К первому долго привыкаешь, а ко второму скучаешь всегда, говорят ребята. Неважно, какое гражданство у тебя в паспорте, любовь к своему родному передается через поколения. Норвежцы баргаш ингуш цигич волчан Норвегия волчан ингуш оғыз волчан норвежцы ну сей оғыз хавич цехец самохт олдик. Ингушский менталитет хоть и начинается с языка, но поддерживает его религия, говорят собравшиеся. Сегодня вместе с знанием об республике необходимо давать заграничным ингушам достоверную информацию и об исламе. Это, как отметил исполняющий обязанности регионального Миннаца, будет одной из первостепенных задач в дальнейшем взаимодействии. Мы будем обеспечивать их литературой, мы будем их обеспечивать информационным материалом, и достигнута договоренность, что мы будем организовывать интернет-уроки для наших соотечественников, для нашей молодежи, которая проживает в Европе и за пределами Российской Федерации. Взаимодействие с Норвегией региональный Миннац поддерживает и в сфере культуры. В Осло не раз организовывали различные концерты и театрализованные представления для наших соотечественников. Очень много мероприятий, когда мы проводили их здесь, в республике, и они касались только общереспубликанских, но они все-таки активно принимали участие. Допустим, этнодиктант всероссийский. Отличное мероприятие, которое они прекрасно провели там, этот диктант у себя, с помощью Министерства национальной политики. Мы им отдавали материалы в то же время, в тот же час, и они принимали участие. Эта встреча нацелена на создание будущего. Проанализировав прошлое, участие в ней сегодня принял и полномочный представитель Ингушетии в Волгограде Герихан Мержоев. В этой области обучаются сотни наших студентов, которым тоже нужен контроль. Вопрос не столько в получаемых знаниях, сколько в культуре поведения ребят в отличном от привычного социуме. Исключение любого возможного инцидента – важная задача на сегодняшний день. Если ты пришел отдохнуть, пожалуйста, отдохни. Но если ты пришел показать себя, привлечь внимание своим поведением, своей невоспитанностью, своим вызывающим поведением, тогда ты найдешь проблему. Бывают такие моменты, но вообще, в общем, в своей массе у нас ребята воспитанные, хорошие, прилежные ребята. С ними легко работать, у них всегда найдешь поддержку, понимание, и они всегда прислушиваются. И я горжусь нашими ребятами. Такие встречи – это не просто взаимная передача информации, а еще один способ сохранения ингушских ценностей, чтобы не просто помнить, а видеть их в каждом слове и действии человека. Ингуша, в каком бы уголке мира он ни жил. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. В России с 15 июля начали маркировать молочную продукцию. Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота. Новая маркировка будет представлять собой двухмерный цифровой код, который затронет продукты из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного молока и молочных продуктов. Таким образом, спецобозначение появится на мороженом, сырах, твороге, кефире, молоке и сливках. Отмечу, что мониторить использование маркировки будет Центр развития перспективных технологий. Более сотни студентов Ингушского государственного университета успешно сдали сложнейшие испытания по медицине для поступления в ординатуру. Будущие врачи прошли все 3 этапа аккредитации по разным направлениям на разных площадках. По мнению самих студентов, это отличная проверка знаний и новый уровень развития и обучения, дающий блестящий шанс стать квалифицированным врачом. Кто же получил заветную путевку в ординатуру, расскажет наш корреспондент. Около 120 студентов медицинского факультета ИНГУ прошли 3-й этап аккредитации. Это своеобразный билет для поступления в ординатуру. Теперь они с гордостью могут называть себя специалистами. Мухаммед Тимирханов хотел стать медиком еще в раннем детстве. Наблюдая за родителями-врачами, он поставил себе цель – быть их последователем. Надо закончить хотя бы ординатуру, а оттуда уже как-то пробиться куда выше. Можно научную степень там пробиться, врачом стать. По несколько степеням. Что скажете, получается? Ну, я пока только закончу медицинский, надеюсь, получится у меня. Прошло удачно, но тяжело, реально очень тяжело.
когда за тобой наблюдают, когда ты боишься что неправильно ответить, и из-за этого вылететь, лишний балл не набрать и провалить вообще, то это очень страшно. Всего было 3 этапа аккредитации. Проходили они все в разных площадках в течение недели. За частотой проведения испытаний следила специальная комиссия с помощью камер видеонаблюдения. Подготовленным студентам сдать экзамен не составило труда. 1, 2, 3 этап все было сложно, но мы сдали. Вроде все хорошо. Надеюсь, для дальнейшего поступления в ординатуру будет все хорошо. А как долго готовилась? Мы готовились в течение года, потому что там 3 этапа, и нужно все учить, там тесты, задачи и станции. Нужно для этого много времени, нужно для подготовки. А те, кто не справился с заданиями на этом этапе, смогут пересдать. Но зависит это от решения аккредитационного центра в Москве, куда и отправляют все результаты. Усугубили свою ситуацию и те, кто решил воспользоваться шпаргалкой, либо подсказкой. По принципу экзамена ЕГЭ за такое нарушение тест аннулируют. И сдать его можно только в следующем году. Аккредитация у наших выпускников прошла довольно-таки успешно. Первый этап проходил в этой аудитории, то есть первый этап заключался в проведении тестового контроля. Каждому студенту выдается пароль, логин, соответственно. Он определенный только на это время, в этот день. Именно никаких там нет таких возможностей поменять сегодня, не прийти и так далее, потому что это все выдается электронными ключами. Все это контролируется при помощи видеокамер, также микрофонов и так далее. То есть все студенты одномоментно садятся, подключаются и выходят в определенное время. Соответственно, у них на проведение тестового контроля им отводится 1 час. Сама аккредитация была внедрена в медицину еще пару лет назад. Это, по сути, процедура получения и подтверждения сертификата специалиста, и она обязательна. Принципиально новая система допуска к профессиональной деятельности проходит онлайн через единый портал, где ответ и результат можно узнать моментально. Проходит в форме тестирования. Они отвечают на порядка 100, по-моему, тестов. И уже сразу же в онлайн-режиме же они имеют достоверный результат, сдали они первый этап или не сдали. Первый этап является допуском уже ко 2-му этапу, а второй, соответственно, допуском к 3-му. Второй этап также под контролем видеокамер, которые фиксируют, так сказать, степень того, что во-первых, как они владеют этими навыками, и исключают возможность подсказки. Все это фиксируется и записывается, и автоматически отправляется в Москву. И так, так сказать. 3-й этап – это ситуационные задачи. Они решают различные патологии, различные ситуационные задачи, которые также они получают из Федерального банка данных, также вот в онлайн-режиме, и сразу же они получают достоверный ответ. Они сдали это 3-й этап или не сдали. Сдав его, они имеют право на допуск к осуществлению врачебной деятельности. Новые научные центры и ответственный подход педагогов к преподаванию мотивируют и студентов на получение профессиональных знаний. Только лишь успехов, силу воли, без нее никак, и терпения, жесткого терпения. Тамара Хашагульгова, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Министерство труда россиянам готовит дополнительный выходной. Дополнительный оплачиваемый выходной 1 раз в год предлагает предоставить россиянам для прохождения диспансеризации. В настоящее время работодатель обязан давать 2 выходных людям пенсионного и предпенсионного возраста. Теперь предлагается отводить 1 день на медосмотр и работникам от 40 лет. Работодатели при этом могут контролировать своего сотрудника посредством справки, которая выдается при прохождении диспансеризации. Отличные условия для отличной учебы. В селении Средней Очелуки ведется строительство школы на 720 ученических мест. Просторные светлые классы, библиотека с читальным залом, спортзал, благоустроенные прилегающая территория. Введение новой школы в эксплуатацию обещает закрыть вопрос обучением детей в 2 смены. Сейчас рабочие на начальном этапе роют котлован. О сроках и качестве строительных работ расскажет наш корреспондент Диана Дударова. Рыть котлован под фундамент новой школы начали еще в середине июня, но из-за непогоды рабочим пришлось сделать вынужденный перерыв. Теперь же период проливных дождей позади, и яркое солнце сопутствует строительным работам. Рабочая техника не умолкает с самого утра и до позднего вечера.
За процессом строительства наблюдают и сами жители. Возведение нового соцобъекта для них стало настоящим подарком. С этой просьбой сельчане не раз обращались к руководству региона. В их числе и Герихан Тачиев. В ноябре прошлого года он принимал непосредственное участие в церемонии заложения капсулы под строительство новой школы. Сейчас общественный деятель регулярно посещает строительную площадку и переживает за образовательное будущее сельских детей, которые ждали этого события не один год. контроль хуги, Новая школа рассчитана на 720 мест. По проекту здесь предусмотрены площадки для школьных мероприятий, спортивных событий, футбольное поле и благоустроенная дворовая территория. Сейчас на объекте трудится 25 рабочих. Они роют котлован и вывозят грунт. Также задействовано более 10 единиц строительной техники. И уже через 3 недели подрядчики планируют приступить к заложению фундамента. Дня 2-3 уже котлованы закончим ее копать. Потом будет обратная засыпка. Глина с пяткой. Возводят образовательное учреждение на месте старой школы, которую снесли в начале июня. В ветхом здании в 2 смены ютились 520 учеников, при том, что учебное заведение было рассчитано лишь на 220 мест. Еще в далеком 1924 году это здание было построено советскими властями под казарму. Спустя несколько десятков лет сооружение переделали под школу, которая в 1970 году приняла первых школьников. Двухсменная школа, аварийный. Не дай бог, кезик землетрясений холодно, плиты, ашли гелыч, эштлахты жерез здесь, лах трещины делена, опасности жерез здесь школа. В общем, теперь время, когда школьники получали знания с риском для здоровья и жизни, позади. В новом учебном заведении они смогут не только проводить половину дня в безопасных условиях, но и просвещаться в оснащенных современным оборудованием классах. На этом плюсы будущей школы не заканчиваются. Строительство нового образовательного учреждения позволит разгрузить старую 29-ю школу и, наконец-то, закрыть вопрос двусменки. Всего в этом заведении 90 посадочных мест и очень маленькие кабинеты. А небольшая часть учеников 15-й школы, пока не завершится строительство, временно будут обучаться здесь. Всех учеников, конечно, это маленькое здание не сможет вместить. И до открытия родной альма-матер большинство будут обучаться в 14-й школе сельского поселения Нижние Очелуки. И ребятам придется преодолевать километры пути вместо привычных нескольких сотен шагов. Правда, местные власти обещают, что проблем с транспортом у детей не возникнет. Развозить учеников будет специальный микроавтобус. Социальную инфраструктуру также дополнит и детский сад на 220 мест. Его возводят здесь же неподалеку. В общем, жители таким переменам не нарадуются и надеются, что в их селе еще появится ФОК и Дом культуры. А завершить строительство новой 15-й школы подрядчик планирует в декабре 2020 года. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушский спортсмен стал призером международного рейтингового турнира, который проходил в Турции. Калой Картоев, боец вольного стиля, завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 86 килограммов. На пути к медали он провел 4 схватки, в финале одолев призера мира из Словакии. Отмечу, что в этом году в турнире принимали участие 300 борцов из 35 стран мира, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира. И в завершении выпуска информация для военнослужащих. Военными комиссариатами Республики Ингушетия осуществляется набор граждан на военную службу по контракту. Желающим пройти службу необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.